Здравствуйте. Я не уверен, что я в эфире. Как бы мне это получить подтверждение в этом? А, и вижу, что вы меня видите. Я вас приветствую, уважаемые коллеги. Мне очень приятно выступить сегодня накануне начала нового учебного года. И, конечно, в этой связи я вас хочу поздравить с началом учебного года. А, Сейчас, непростое время, но, с другой стороны, это время как-то странно. Оно нас и разъединяет, и объединяет одновременно. Мне кажется, что никогда, вот, как на протяжении последних нескольких месяцев, не было возможности столько, общения, получить, и самому поучаствовать, и послушать коллег. Вот. И сегодня еще одна такая возможность. Я сейчас попытаюсь включить, свою презентацию. Надеюсь, вы ее увидите. Посмотрите, пожалуйста. А, презентация вам видна, доступна? Все хорошо? Будьте любезны, подтвердите. Плюсик первый появился, значит, видна. Тогда начнем. Если у меня будет время, я в конце покажу небольшое видео на 6-минутное примерно, которое как раз будет посвящаться сегодняшней темой. А тема сегодня – это программа STEM-образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста. А, Я один из авторов этой программы, Аверин Сергей Александрович. Я в основной своей ипостаси как раз президента акционерного общества LT Кудец, но я также являюсь доцентом Института педагогики, психологии и образования МГПУ. Я кандидат физико-математических наук, которым стал еще в той жизни, работая в МИФИ. И у меня соавтор, собственно говоря, я сегодня ее даже подменяю, это Наталья Сергеевна Муратхаджаева. Она уже в основном своем, в основной деятельности доцент нашего этого института. И, кроме этого, да, она кандидат педагогических наук, кроме этого, она возглавляет наш учебно-методический центр LT Кудец. Мы с ней коллеги, друзья и являемся оба участниками авторского коллектива вот этой вот двухуровневой программы, о которой сегодня идет речь. Ну и начну я с каких-то более таких общих и пафосных вещей, потому что все-таки частности, они важны только тогда, когда мы знаем, к чему они, собственно говоря, посвящаются. Если рассматривать программу как одну из многих-многих-многих, то все-таки у нас есть цель, и мне кажется, что мы ухватили некие весьма важные тренды нашего времени, тенденции. И одна из самых главных тенденций – это то, что мы живем в эпоху серьезнейших перемен в нашем мире. Трансформация 21 века – это переход от индустриальной и к информационной эпохе. Ну, иногда можно задаться вопросом, ну почему индустриальная, почему информационная? Мы же все-таки едим хлеб насущный, и нам важно еще и сельское хозяйство, все, что с ним связано. Сегодня буквально, когда я ехал в машине на работу, я слушал радио и рассказывали о том, что одна из новых специальностей в сельском хозяйстве – это оператор дронов, то есть фактически оператор робототехнического устройства. Не исключено, что даже может быть с элементами искусственного интеллекта. То есть, пожалуйста, все у нас все равно сводится к работе с информацией, умению ею управлять. Поэтому это уже та самая наша действительность, которая должна обязательно перейти, отражаться в системе образования, причем начиная с ее первого и самого главного уровня, с дошкольного образования. Пойдем дальше.
Вот, конечно же, вы знаете про национальный проект образования. На него выделяются достаточно серьезные деньги, и одна из целей, из двух целей этого проекта – это обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Опять же, а, сейчас прервусь буквально на одном технический вопрос. Мне только один человек подтвердил, что видно презентацию. Я надеюсь, что всем видно, и все слышат меня, и не только слышат, но и видят то, о чем я говорю. Подтвердите, пожалуйста, еще плюсиком, если вы видите. Ну, спасибо большое. Все, продолжаю. Извините, отвлекся от таких высоких материй. Значит, так вот, конкурентоспособность неминуемо будет связана так или иначе тоже с работой с информацией, с инновационными тенденциями. И посмотрим, как это отражается в выступлениях, задачах, которые нам ставит первое лицо государства. Ну, в 2020 году я не нашел цитат по этому поводу достойных, но вот и в 2018 году, когда Владимир Владимирович выступал, обращался к законодательному собранию, и затем уже в 2019 году, посмотрите, ключевые слова, которые он произносил. Важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Где это все люди получают, специалисты, там, ученые? В системе образования. В 2019 году мы еще вспомнили, и довольно много было, в общем-то, отражается это в медийном пространстве, об искусственном интеллекте. И сегодня я тоже посвящу теме искусственного интеллекта определенную часть своего выступления. Надеюсь, это будет вам не безинтересно. Хорошо. Вот с учетом того, что мы видим, что какие тенденции у нас в нашей стране, и они связаны с нашим желанием закрепить свою конкурентоспособность и экономики, и, если угодно, свой потенциал свой человеческий потенциал общества в мировом, соответственно, в мире, то получилось, что мы обратились к STEM. STEM на самом деле считается, что это чисто американское изобретение. Иногда говорят, что это уже что-то такое, что каким-то образом устаревает. На самом деле это не американское изобретение, просто оно у нас называлось в Советском Союзе несколько иначе. Называлось это политехническим, ну, если еще добавить, естественно-научным образованием, которое, в общем-то, у нас начало развиваться и очень было эффективно использовано в развитии космоса, атомной энергетики, самолетостроения. Это было еще в Советском Союзе. Ну и в 90-х годах США тоже решили, что вот эта интеграция науки, технологий, инженерии и математики, оно тоже должно дать новое качество и придать высокую конкурентоспособность экономики и технологическому прорыву США. Им многое удалось в этом направлении. Вот что точно, мы в результате находимся все-таки в состоянии догоняющих. Сейчас еще, может быть, всех перегонят Китай и страны Юго-Восточной Азии. Вот видите, мы как бы ухватили тенденции и решили сделать программу для дошкольного и младшего школьного возраста, которая соответствует вот этим самым тенденциям и поставит правильные цели и даст инструментарий для того, чтобы их достигнуть, но исключительно с учетом стандартов к соответствующим каждому уровню образования, с учетом особенностей развития и образования детей, которые, ну, в общем-то, конечно же, мы знаем, и посмотрим, что нам здесь удалось.
Сразу хочу оговорить, что есть STEM, есть STEAM, буковку А или STEAM, иногда его говорят, это английское транскрипция, это STEAM будет звучать. Буква А добавляет еще одну составляющую, арт, которую можно трактовать и как искусство, и как мастерство, и как умение. Арт – это как прилагательное еще и творческий, то есть все то, что связано с самовыражением людей, детей в данном случае. Но когда мы, как авторы, обсуждали, что нам ближе, STEM или STEAM, мы решили, что буква А, она настолько многогранна, и ее каждая образовательная организация, или каждый регион, как минимум, может самостоятельно для себя выбрать, и чем лучше, скажем, рисование, чем музыка или лепка, или, ну, конечно же, у нас есть буква А, но мы ее не выпячиваем и считаем, что ее можно добавлять, развивать, и нашу программу таким образом адаптировать как раз для своих конкретных условий, для своих детей, для своего региона, для своей культуры и так далее. Поэтому, ну, культура имеется в виду в том случае, если это республика, если это какие-то серьезные традиции именно данной территории. Вот. Ну, собственно говоря, теперь поговорим, что собой представляет сама программа. Итак, это название ее я уже произнес. Я прошу прощения, если кто-то из вас уже весь этот материал хорошо знает, и обещаю вам, что все равно, даже для тех, кто хорошо знаком с нашей программой, все равно это мое сегодняшнее выступление даст вам какие-то новую информацию и новые идеи, я надеюсь. Вот. А авторы, кроме меня, это Татьяна Владимировна Волосовец. Когда мы начинали работать над программой, она была, да, в общем-то, до начала этого года директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Сейчас она является советником министра как раз по вопросам дошкольного образования. И вот наличие такого автора, мы с ней друзья, и многие вещи мы очень много обсуждаем, и это не есть некая, так сказать, попытка там какого-то административного или там нормативного ресурса ввести, нет. Это человек глубокий ученый, и вот мне такое ощущение, что сейчас дошкольное образование, оно из институционного на уровне там, государства переходит в состояние личностного, то есть когда есть просто люди, которые носители традиций, пониманий, сохраняют вот эту вот приверженность стандартам, и с помощью которого можно делать новое качество, двигаться дальше. Потому что если нету в фундаменте вещей, которые вечные, которые являются базовыми, то и само здание, будь то программа или будь то новый какой-то институт, учреждение, оно будет, в общем-то, малоэффективное. А третьим автором является этот человек, который, на удивление, прошел весь путь от педагога-воспитателя до ученого, заведующей кафедрой дошкольного образования в Краевом институте повышения квалификации. Сейчас она возглавляет у нас наш филиал, является главным методистом АО «Элтикудис», уважаемый, наверное, не только нами, но и всеми, кто знаком с нашей программой, и лично с Верой Александровной Марковой. Вот, она тоже, как и другие авторы программы, выступают сейчас на педагогических августовских на педсоветах. И вот у нас как бы получилось, что есть три составляющих. То есть это такие... Татьяна Владимировна как носитель основополагающих таких стандартов, подходов, и институт, который с нами сотрудничал до недавнего времени, ну, он и продолжает еще сотрудничать, мы еще не закончили договор о сотрудничестве с институтом РАО, но второй человек – это практик и ученый. И третий, это я тоже ученый, но я специалист по образовательной среде, именно вот развивающий предметопространственный прежде всего, то,
количество времени, которое я посвятил изучению и международного опыта, и лучшего того, что творится у нас, оно дало возможность использовать этот опыт, как и потенциал нашей компании, для того, чтобы дать вот это вот новое качество, новую парциальную программу. А программа наша, парциальная, вот именно для дошкольного уровня, если говорить, она входит в список рекомендованных программ, который можно найти в ФИРО, на сайте ФИРО RunX. И, кстати говоря, если вы наберете соответствующую ссылку, то есть ФИРО, RunX и вот программа STEM образования, вам выпадет ссылка, по которой вы можете эту книжечку фактически бесплатно скачать. Вот она у меня в руках, она есть и на бумаге, конечно же, это главная книжка нашей программы. Сейчас программа состоит уже из, в общей сложности, 12, если я не ошибаюсь, книг. Некоторые из них еще пока находятся в издании, но сигнальные экземпляры, рукописи мы прилагаем, когда работаем там с региональными, скажем, STEM-лабораториями или с институтами развития образования региональными. Об этом сейчас речь тоже немножко пойдет дальше. Вот. И еще один вот в этой первой части своего выступления слайд – это насколько действительно программа соответствует мировым тенденциям с точки зрения экспертного сообщества в области, которая называется технологии в образовании. Вот есть такое очень уважаемое общество, которое занимается исследованием тенденций, исследованием достижений, которые национальные системы образования разного уровня достигли и определяют будущее развитие. Нам было очень интересно познакомиться с материалами последней их международной конференции, которая проходила в Филадельфии в прошлом году. Следующая, кстати говоря, конференция будет, можете последить по интернету, в октябре в Стамбуле, в Турции. Посмотрим, что там изменится. Пока же вот они отметили, что да, вот искусственный интеллект идет в образование, причем это идет и как инструмент, и как предмет. Второе, отражение в образовании повсеместной цифровизации жизни. Появился даже новый термин digital fluency, что означает цифровая беглость. Но, честно говоря, это то, в чем дети очень сильно обгоняют своих родителей. Потому что они на «ты» и с различными гаджетами, и с приложениями. Наша постоянная жизнь заполняется все время обновлениями, предложением различных реклам, условиями, которые надо соблюсти, чтобы получить доступ либо к госуслугам, либо вроде бы все гораздо удобнее. Ты находишься дома, и онлайн у тебя кипит бурная жизнь, но насколько же это все-таки непросто иногда дается, тем более, что косяков у разработчиков приложений от разных учреждений хватает. С этим надо уметь работать. И научиться этому можно, конечно, только в системе образования же. Компьютер – это не только для мальчиков, но это не очень важный тренд. Залипать в экраны можно с пользой, но это как бы из известной пословицы: если что-то неизбежно, надо это возглавить, да? То есть раз все равно мы не сможем детей отлучить от компьютеров, нужно научить их правильно экраном пользоваться. Ну, не только компьютер, здесь речь ведет, конечно, и о смартфонах, и планшетах. Рост интереса к темам космоса и STEM в образовании со стороны крупнейших компаний и банков. То есть работодатели будут внимательно смотреть, насколько человек уверенно себя чувствует в STEM-технологиях. То есть мы и здесь тоже находимся, в общем-то, в правильном тренде. Но если честно, если бы я сейчас, это я назвал программу STEM-образования, ну а дальше там мы определили, для какого уровня она будет. Но если бы я называл сейчас программу вновь, я бы назвал ее iSTEM. То есть первую буковку я поставил бы помимо Science, Technology, Engineering and Math еще и I-Information. Информация и все остальное. И STEM. Вот. Особенности этой программы. Во-первых, это сетевое взаимодействие между фактически разными субъектами нашего образовательного пространства.
Я в данном случае говорю в масштабах не одного какого-то образовательной организации, а именно страны в целом. И мы здесь, я чуть попозже покажу, кто участвует в этом, в общем-то, достигли определенного синергетического эффекта. Кстати говоря, есть 15-я статья 273-го закона, федерального закона об образовании, который как раз дает возможность такое сетевое взаимодействие запускать и как раз для более эффективной реализации образовательных программ. Программа является инновационной и постоянно обновляет содержание, методы и формы в практике. Об этом тоже пойдет речь. Развивающая предметно-пространственная среда программы, если говорить про дошкольный уровень, мало того, что соответствует в ГосДО, но основана на системно-деятельностном подходе. Это очень важный принцип в нашей программе, и он, конечно, и для начальной школы соблюдается. И, кстати говоря, вот это я для себя понял, что системно-деятельностный подход, он касается не только детей, он касается еще и педагогов, потому что одно дело что-то выучить и повторить за кем-то, а другое дело, когда ты вместе с детьми находишься в процессе, в проектах, в процессе деятельности, будь то игровая, а будь то конструкторская, или будь какая-нибудь деятельность уже связанная с продуктом конечным, когда ставится цель и нужно ее достичь, там, например, снять мультфильм. Вот развитие педагога, оно удивительное, причем это все происходит в взаимодействии с детьми на очень позитивной ноте, поэтому это все очень и очень эффективно получается. Поэтому системно-деятельностный подход, он здесь повсеместный. Программа является модульной, как выбирается среда к каждому модулю, это очень важный момент, что она является, с одной стороны, очень современной, с другой стороны, мы не забегаем вперед. И вот, например, сейчас вот мы дошли до искусственного интеллекта, раньше мы его не тащили в какие-то свои комплекты, наборы, но вот сейчас это стало фактически работа с искусственным интеллектом, это как культурная практика, так же, как и цифровизация. Новый подход к образовательному процессу в STEM-среде, когда в программе появляется система из 4 субъектов образовательного процесса. Но это то, что связано с системно-действенным подходом. То есть у нас фактически помимо педагога такими субъектами является ребенок, является родитель, в лучшем случае, это самая сложная, так сказать, часть. Вот. И, конечно же, как ни странно, является сама среда. Она не только и не просто условия, она во взаимодействии с другими субъектами становится третьим педагогом, да, вторым педагогом. Вот. И, наконец, понятно, что программа преемственная двухуровневая, и более того, мы имеем намерение связать ее с теми программами, теми проектами, которые сейчас имеются в средней школе, и дальше. Программа эффективна, и ее цели достижимы. Вот этот момент, связанный с достижимостью цели, сейчас мы к нему вернемся, я покажу сейчас про сетевое взаимодействие, несколько слов скажу. У нас в сетевом взаимодействии участвуют и институты, институт изучения детства, семьи и воспитания, институты, которые находятся внутри каждого нашего субъекта, это либо институт развития образования, в некоторых местах это, в некоторых регионах это, например, постдипломного образования, институт КРИПО, например, в Крыму, или же методические центры, которые региональные, такой у нас есть договор, например, в Краснодаре, и, скорее всего, будет в Ростовской области. Вот. И, конечно же, очень важно, что у нас имеется очень много практиков, то есть школ и детских садов, которые работают по этой программе, и от них идет очень большая сейчас обратная связь, потому что мы уже работаем 3 года. Вот. Ну да, конечно, есть еще и коммерческие организации, которые социально ориентированные, профессиональные. И, пример, собственно говоря, и мы являемся таким примером. С нами очень много работает и Lego Education компания,
Ну, об этом я сейчас не буду. Да, издательство «Бином». Сейчас я не буду много на этом останавливаться. Вот. А вот задача, которая предстоит решать на этапе внедрения. Да, вот это важный момент, что раньше я всегда говорил только об адаптации программы, то есть инновационные площадки у нас были созданы, и в том числе 3 площадки таких работает в республике Коми, для того, чтобы, извините, не адаптация, а апробация программы, для того, чтобы заниматься апробацией программы. Сейчас речь идет о внедрении. Уже программа доказала свою эффективность. Сейчас мы к этому тоже 2 слова я об этом скажу. И ее нужно уже внедрять. А апробация нас интересует теперь на уровне, именно на уровне школьном, в начальной школе, потому что там мы создали вот эти образовательные модули сравнительно недавно, еще не успели опробовать, как мы сможем достичь поставленной цели с их помощью. Я уверен, что сможем, иначе бы мы их не создавали. Вот. И вот этот вот обратная связь и то количество практики, которое мы сейчас имеем с мест, нас заставляет, среди прочих задач, которые необходимо решить, это сделать отдельное сетевое издание, сетевой журнал, ну, его назвали «Развитие детей», потому что там будет не только STEM, но и другие направления работы и другие программы, и другие практики отражаться. Но это становится системной такой задачей, и этому мы посвящаем все больше и больше времени. Тоже работаем с информацией, которую получаем от практиков с мест. Вот я начинаю, да, там среди прочих задач, если посмотрите, там была в том числе задача интеграции профессиональной программы в основную программу. Мы делаем это и на такой постоянной основе. Это происходит вместе, например, с автором одной из очень хороших, интересных программ для дошкольного уровня. Это программа «Детский сад Дом радости» с Крыловой Натальей Михайловной. Вот. Но, в общем-то, мы достаточно универсальная профессиональная программа, потому что ее цель – это развитие интеллектуальных способностей детей и вовлечение их в научно-техническое творчество в процессе познавательной деятельности. А познавательная деятельность – это одна из основных видов деятельности для ребенка, и, конечно же, она есть в любой основной программе. Поэтому, в принципе, мы монтируемся, я знаю, что есть практика в рамках самой популярной программы, хотя она как раз нуждается в таких инновационных парциальных программах. Это программа «От рождения до школы». И, в общем-то, мы обсуждали возможность такой же интеграции с автором программы Федосовой, автор программы «Вдохновение». Но на самом-то деле все это происходит на уровне в основном конкретных образовательных организаций. Так же, как и в начальной школе мы делаем интеграцию и с предметами, но это все достаточно индивидуально. Мы даем инструменты, показываем примеры, даем образцы занятий, но фактически за этим стоит работа конкретных педагогов. И вот здесь есть ссылочка, как раз у нас Ногинск прямо является таким определенным, что ли, островом STEM-образования. У нас есть несколько таких островов, и там более 40 детских садов, которые как раз внедряют эту профессиональную программу в основную свою программу. У них очень интересные практики. Я даю вот эту ссылочку, можете ее сфоткать, и она у вас будет доступна потом. И вы сможете потом посмотреть, как это делается в Ногинске. Все упирается в конкретных людей. Вот в данном случае Марина Викторовна Логинова,
она очень большой энтузиаст, как и многие другие, кстати, в других регионах, и у нее много получается. Я вижу тут ни звука, ни видео, я думаю, что это проблема все-таки у вас на месте, потому что я надеюсь, что это не единственное такое замечание, вот в чате я вижу. Да, вроде бы никто больше не жалуется. Наверное, надо что-то перезапустить. Вот. Ну, смотрите, у нас преемственность целей, дошкольный уровень я вам произнес, цели, уровень начальной школы, он более сложный, звучит, вы можете вот прочитать. Вот. И я еще только обращаю внимание на слово ответственности, потому что у нас одна из больших проблем кадровых, вот я как такой перманентный работодатель могу сказать, что стараюсь брать людей с возрастом от 35 лет. Потому что до этого, вот уже те кадры, которые формируют в 90-х годах, формировала система образования, и не только система, все, само общество, все, родители в том числе, ответственность отсутствовала. Отсутствует ответственность, ее нужно в процессе работы формировать у людей. Вот это вот, к сожалению, и эта задача решается. Причем решается как раз инструментарием, который нравится детям. То есть они это делают с удовольствием. Эффективность программы на дошкольном уровне была у нас доказана. И я здесь просто вас отсылаю к отчету. Эту работу проводила как раз Вера Санна Маркова в своем регионе, в Краснодарском крае. Хотя у нас есть и в Московской области примеры по отдельному конкретному модулю «Мультстудия. Я творю мир». А вот по всем модулям программы это делала Маркова, и получились очень значимые показатели, причем это же сделалось в сравнении с контрольной группой, которая тоже занималась и по основным программам, вот, но вот именно интеллектуальное развитие, связанное с, собственно говоря, с вами интеллектуальной операцией, социальный интеллект и воображение, все это развивалось, и все это измерялось, и делалось это в соответствии с ВГОСом, никто никого ничего не сравнивал, а делалось статистические срезы, оценка, и делалось это, вот сейчас это очень интересно, что получится на стыке между детским садом и школой. У нас довольно много сейчас участвует комплексов, которые, ну, не то, что много, но есть такие, вот и в Москве там 1363, 1368, и в Московской области, и в Краснодарском крае, и даже в Крыму. Сейчас вот мы будем, наверное, договариваться о том, чтобы делать двухуровневые сразу такие изменения. Да, и в Питере. Вот. Я там не обратил внимания, но просто скажу вам, что у нас есть сайт ltland.ru, и на этом сайте вот этот отчет, он доступен в электронном виде, можно на него зайти и скачать его. Ну, по-моему, там какие-то деньги он стоит, но очень небольшие. Это для тех, кто будет серьезно заниматься с программой, с научными, там, в том числе, целями. Вот, ну вот, итак, образовательные модули я сегодня очень немножко расскажу, потому что у меня маленький формат, я все-таки решил про идеологию, про инновации в этой программе рассказать, а не останавливаться на частностях. Я больший специалист по робототехнике в нашем авторском коллективе, но я, конечно, знаю и другие модули. Вот, и итак, 6 модулей в уровне дошкольного образования. Это дидактическая система Фридриха Фрёбеля, экспериментирование с живой и неживой природой, робототехника, математическое развитие, конструирование, ну, мы берем лего-конструирование, вот если посмотреть, да, и мультстудия «Я творю мир». Вот все эти модули поддержаны соответствующими методичками. А на уровне начальной школы у нас они немножко трансформируются в другие названия. И если на дошкольном уровне это у нас парциальная программа, хотя она хорошо реализуется и в основной, ну, можно делать это вне основного времени, это может быть и в досуговое время, и
разные формы. Я сейчас на этом не буду останавливаться. В начальной школе мы делаем акцент, прежде всего, на внеурочную деятельность, но, опять же, они могут интегрироваться в предметы, и окружающий мир, и математика, и, собственно говоря, то, что сейчас чуть позже становится информатикой. Вот, у нас есть соответствующие возможности эти знания подтягивать. Итак, у нас модули здесь, которые называются, значит, математическое развитие, переходит в логику и комбинаторику. Мы не называем математикой, потому что иначе мы попадем в жесткие требования в ГОСа именно к этому предмету. Вот. Исследовательская деятельность, робототехника и искусственный интеллект, медийные и информационные технологии и, наконец, инженерия. Я сегодня попытаюсь более предметно рассказать чуть-чуть больше о робототехнике и о медийных информационных технологиях, если успею. Вот. Ну, а каждый образовательный модуль – это важный момент, он три составляющие имеет, и фактически еще четвертая должна быть. То есть это сама образовательная среда, это методическое сопровождение, и это курс повышения квалификации, чтобы научить, как этим пользоваться. Фактически модуль – это как заготовка педагогической технологии. То есть вы, когда начинаете это применять, она становится уже, превращается в непосредственно образовательную деятельность. И есть четвертая составляющая, которая в этом случае очень желательна. Это инструментарий для оценки эффективности с учетом тех критериев, которые вы используете. Вот эта книжечка по отчету, она дает в этом плане вам подсказки, как это делать. Вот. Начинаю уже быстрее листать. Итак, вот у нас методическое сопровождение книжечки для уровня дошкольного. Вот это для начальной школы. И все в соответствии с названием этих модулей. И вот я хочу показать на примере того, как у нас переход идет от модуля мультстудии «Я творю мир» на дошкольном уровне к модулю информационные и медийные технологии. Здесь у нас довольно простенькая мультстудия. Сейчас очень много мультстудий стало появляться. И уже собственные там программы делаются, и, возможно, они даже в чем-то лучше, чем наша, но у нас есть неоспоримое преимущество в том, что наша мультстудия позволяет ребенку такому обычному, там, даже старшей группы примерно, взять и начать делать мультфильм. Вот мы это наблюдали даже когда снимаешь, значит, я помню, мы делали фотосессию, и дети немножко скучали, кроме одного мальчика, который, когда ему объяснили, что надо делать, он пока делали фотосессию, снял уже мультик. Вот, я видел, как, ну, то есть для эксперимента директора комплекса московского тоже в течение 15 минут обучили. То есть она очень детоцентрична, очень дает возможность быстро начать заниматься непосредственно с созданием мультфильма. Ну, что делается при этом, это, видите, организация, с одной стороны, продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического творчества и освоение ИКТ и цифровых технологий. Вот как раз, когда мы говорим о цифровизации, ведь фактически представление информации, то есть работа не только с тем, чтобы получать информацию, но и представление ее. Вот здесь вот представление информации – это очень большой плюс научить детей. И изучать информационные технологии нужно не гоняя там видеоигры, но именно пользуясь программами, которые дают новое качество при их использовании вот в других видах деятельности, в том числе там, в продуктивной, в художественной, эстетической, ну, фактически создание рисованного там мультфильма. Здесь мультстудия это предполагает в основном готовые фигурки, там, либо лепить из пластилина и глины, или использовать там, например, лего. Вот, ну и так или иначе это освоение медийных технологий. И что очень здорово, что у нас есть формы представления результатов работы детей. Вот особенно удивительно у нас популярность пользуется
фестиваль мультфильмов, созданных детьми. И вот, значит, первый фестиваль у нас был в 2018 году. Но я только неправильно тут написал. У нас в 2018, нет, все правильно. В 2019 году, в 2018 году тоже было около 100 мультфильмов. В 2019 году их было уже больше 150, а в 2020, вот последний фестиваль, он шел, кстати, дистанционно, но представлено было более 2000 детских мультфильмов. А в следующем фестивале у нас будет уже при партнерстве с Союз мультфильмом. То есть они фактически запускают свою тоже программу, интегрированную с нашей, у них она рассчитана на детей более взрослых, но так или иначе это уже становится единой такой линейкой, системой. И вот интересно показать, видите, тут есть очень много на YouTube примеров этих мультиков, снятых детьми. Можете сами покопаться, я даже никакой не стал не выделять, не показывать. А вот если я обращаюсь к тому, что я видел, например, в Соединенных Штатах Америки, я там до недавнего времени достаточно регулярно бывал, и вот мне было интересно посмотреть, что в начальной школе у них в части вот такой вот творческой деятельности детишек происходит. У них есть, как бы такие а-ля ясельки, так, рождественские такие коробочки, где они делают какие-то сюжеты, лепят там, рассказывают про них. То есть, понимаете, да, отличие. То есть это тоже очень важно и очень здорово. Но, во-первых, какое место должно быть? Во-вторых, не та динамика. Это не современно. То есть, на мой взгляд, вот наша эта технология, связанная с мультфильмами, она настолько, созданная детьми, настолько обгоняет то, что я видел своими глазами в довольно такой продвинутой школе, в школе Техаса, что было очень приятно. Вот. Жалко, что потом, как бы только эти мозги потом наши, которые мы сейчас вот растим с дошкольного возраста, не утекали бы за рубеж. Значит, дальше это переходит на наш уровень начальной школы. Мы видим образовательный модуль информационные медийные технологии. И здесь уже составляющие этого модуля, они включают в себя, давайте я перейду сразу на следующий слайд, где, значит, есть уже разделы такие, как блогинг, вот здесь вот объемная мультипликация, перекладная мультипликация, основа компьютерной анимации и программирования, то есть когда можно с помощью программы Scratch делать персонажей, которые на экране появляются, а не снимаются сначала на видео. Тут есть у нас, мы хотели использовать 3D принтер, но 3D принтер очень спорная технология для нашего возраста, вот того возраста, о котором мы говорим, потому что там есть несколько ограничений. Во-первых, само время, которое идет на то, чтобы изготовить какую-нибудь фигурку. Это самые маленькие фигурки, они потребуют часа вот этого использования этого принтера, причем он запустит и будет там вот это вот делать. Проще фигурки делать из пластилина. Те же самые задачи решаются. С другой стороны, там достаточно сложное программное обеспечение. То есть нужно либо просто тупо пользоваться готовыми программами. Вот детально например, делается, или так фигурка, там, я не знаю, там собачки. И запускаем и делаем. Как эта программа составляется, это не для дошкольников и даже не для начальной школы. Пока, по крайней мере. И наконец, еще один момент. Это то, что есть температура, есть определенные, требования по безопасности, которые надо очень жестко соблюдать. В этом отношении гораздо более демократичным является 3D-ручка. Она здесь включена у нас. То есть можно делать какие-то элементы мультипликации с помощью 3D-ручки. Вот. Видите, тут есть у нас персонажи, блогинг и интерактивная журналистика, которая дает возможность представлять свои мысли, свои проекты уже в таком опять цифровизация, да еще с элементами творчества. И помимо вот этой простой мультстудии, которая вот слева тут внизу на рисунке, справа появляется анимационный блок, который дает возможность сделать и рисованный, и с песком, и с водой, и даже теневой театр мультфильмов с такими известными, в общем-то, в образовании технологиями.
Вот, ну и последний слайд по мультстудии. Вот, это хочется написать, вот прочесть даже, что освоение данного образовательного модуля дает детям не только знания современных технологий и опыт практической работы с ними, но формирует социальную и коммуникативную компетентность, открытость миру, креативность и, опять же, ответственность. Вы знаете, у нас вообще даже немножко есть внутреннее там в авторском коллективе дискуссия на тему того, что должно, собственно говоря, мы должны формировать инженеров с пеленок. Мы тут все-таки хотим делать, развивать детей и давать им разные возможности, а уж потом, что это будет за специальность через 20 лет, например, они сами разберутся. Главное, чтобы они были уверены в этом быстро меняющемся мире и смогли и представлять информацию, и работать с информацией в самых разных ее вариантах, в том числе и вот в таком трехмерном виде ее. А теперь я перейду к образовательному модулю робототехника и искусственный интеллект. Здесь у меня разделы этого модуля описаны. Я не буду на них останавливаться, они достаточно стандартные, и они не сильно здорово отличаются друг от друга от дошкольного к уровню начальной школы. Ну вот только появляется в школе искусственный интеллект, хотя сейчас вы увидите, что его можно вести и с дошкольного уровня, с подготовительной группы, например. Вот, значит, да, имеется книжечки, которые являются методическими ресурсами для педагогов, имеется много приложений. Это все предмета извиняюсь за тавтологию, самого предмета робототехники и искусственного интеллекта. Если я читаю, я там рассказываю про эти приложения. Сейчас это просто листаю. И очень важно, конечно, сами наборы. Вот я хочу одну вещь сказать. Значит, что мы принципиально отличаемся от робототехнических кружков или робототехнических школ, центров и так далее, подхода к робототехнике в нашей программе. Дело в том, что здесь это можно как сравнить с физкультурой и спорт высоких достижений. Мы не против того, чтобы на выходе ребенок, который имеет соответствующие склонности и способности и желания вместе со своими родителями, занимались робототехникой там, в школе там, Lego Education или в школе там роботрека, Роботиса, разных центрах, потому что там будет уже гораздо более интересное именно научно-техническое творчество и более глубокое. Но нам нужно дать ребенку попробовать, быть уверенным, что он, господи, ну кто, даже дети с ОВЗ могут заниматься робототехникой, если это правильно подобранные наборы. И вот когда не робототехнический класс, а именно лаборатория STEM, где есть разные наборы, можно попробовать разные задачи, лого-программирование, от него дойти до программирования, которое графическое программирование типа Scratch, вот, или там элементами познакомиться структурного программирования, то, что даст один из наборов, сейчас я про него скажу. Вот эти наборы, которые у нас используются на уровне дошкольников. Итак, та самая пчелка Бибот труженица. Сейчас много есть и робомышь, есть и Матата Лап, и другие роботы, которые используют логопрограммирование. Это самое лучшее, потому что она очень устойчиво передвигается, и при этом она открыта разным полям и разным задачам, разным играм, которым можно на усмотрение педагога запускать. Если вы берете какой-нибудь набор типа Matata Lab, там уже все поля прописаны, нужно, значит, делать то, что придумали. Даже Coding Express, юный программист от Lego Education, в этом отношении является, ну, все-таки регламентированным при всей красоте возможностей, которые дает тот набор. Вот. А это практичная, недорогая и очень содержательное роботехническое устройство. Спасибо Биботу. Hyuna от Robotrek, Robotrek Hyuna, набор Brain A, набор, который не требует экрана, так же, как и, конечно же, и Bibot. Можно делать программирование, собственно говоря,
в виде карточек. Это карточки, которые считываются, и набор их делает команды, собственно говоря, реализуется определенный алгоритм управления. И в то же время уже появляется конструирование робототехническое. Ну и самый, конечно, замечательный набор, с моей точки зрения, который я до сих пор, пока ничто с ним не может сравниться, это Lego Vidu 2.0. Вообще, конечно, Lego абсолютно гениальная компания. И жалко, что они не будут делать свои наборы в России, поэтому нам придется все равно искать варианты отечественной робототехники. В этом отношении Малыш 2, и, может быть, даже Brain, они дают возможность, может быть, и даже пчелку, если мы ее аксессуарами обложим, то у нас будет тоже как бы российский робототехнический набор. Это к тому, что сейчас вышло 617-е постановление, которое регламентирует квоту определенную, конечно, нужно выбирать отечественных изделий, количество. И вот эти все наборы переходят дальше в наборы для начальной школы. И здесь мы видим, что два набора, они остаются здесь же. То есть это прежде всего Lego Vidu 2.0. И, кстати, Бодзи, это есть такой китайский очень симпатичный набор. Кстати говоря, нужно иметь в виду, что стоимость и возможности набора, они зависят от количества деталей. Если вы, вот, например, Бодзи это 130 деталей, там Vidu 2 там где-то 270, по-моему, вот там стажер, там, нет, я не буду стажер, сначала скажу, например, интересный сейчас Spike вышел набор, вот он у меня передо мной тут лежит, ага, посмотрю, 523 детали, а более 600, 600 где-то 50, 670 деталей стажера. И, соответственно, количество команд, которые используются, там где-то 20 с небольшим команд у Lego Vidu 2 и много десятков у более старших товарищей. То есть это и цена, и сложность, и, конечно, возможности. Поэтому, конечно, очень интересно, чтобы они были в доступе в начальной школе, все эти наборчики, и в зависимости от того, какой ребенок, какие интересы, как он продвигается, можно было бы делать те или иные проекты. А вот этот вот интересный совершенно старший брат Бибота, ProBot, это машинка, вот она даже есть у меня на столе, которая очень хорошо интегрируется с математикой, и в ней есть возможность чертить и различные фигуры. И я даже, по-моему, вам дал сейчас, вот дальше пойдет задание, надо попробовать запрограммировать, а там очень все программируется в тех же движениях вперед, поворот направо, налево, но вперед уже можно определить, на сколько шагов, на сколько сантиметров, например, если вперед на 5, это будет на 5 сантиметров, на 10 сантиметров. Вот. А если повернуть, то можно написать повернуть на 10 градусов, например. Это будет уже... Вот программку с помощью вот этих передвижений вперед и налево, направо под определенными градусами можно как практику попробовать. Очень хороший, интересный наборчик. Вот. Ну... Этот не слайд, наверное, немножечко раньше времени, но пускай я тогда его прокомментирую, потому что не умею назад крутить. Ближайшие задачи по развитию нашей программы. Значит, вот уже что-то я там говорил выше, когда я говорил про работу как раз с территориальным институтом развития образования. Исследование эффективности, в том числе программ между дошкольными начальной школы, расширение международного сотрудничества. Нам сейчас Российский экспертный центр очень в этом помогает. Стыковка программы средней школы с проектом WorldSkills в средней школе. Создание новых версий, адаптации фактически программы для детей с ОВЗ. Это мы делаем с ГППЦ, Департамент образования города Москвы, но также это происходит и в других местах, в других регионах. Вот. Ага. Ну, я честно говорю, что я делал достаточно быстро новую вот эту презентацию. Вот то, что я обещал, практическое задание, это написать программу рисования равностороннего треугольника для робота ProBot. А здесь вот эта вот ссылочка, это на инструкцию для работы с этим роботом. Вот. Я ее очень рекомендую, это действительно очень интересная, полезная штука. Но она, кстати говоря, и
если без фанатизма, там, без каких-то сложных программ, не заморачиваться градусами углов, то можно и это сделать и для дошкольного уровня использовать. А вот это вот интересное, так сказать, развитие, это, кстати говоря, отечественная робототехника от Роботрек, это и Малыш-2, и Стажер А. Малыш-2 – это набор для дошкольников, Стажер А уже для начальной школы. У нас есть видео достаточно большие, и сейчас мы начали в нашей группе в Фейсбуке печатать как раз по Стажеру А разные там знакомить, как с ним работать. Но вот это вот очень интересно. Посмотрите эту ссылочку, посмотрите, сфотографируйте. Фактически здесь что происходит? Дмитрий, он педагог, кстати говоря, по образованию, моргает, и моргает с ним робот. То есть вот эта вот передача, на лбу у Дмитрия видно, что датчики, они снимают сигналы от мозга и дают возможность прочитать их амплитуду, и в зависимости от этой амплитуды происходит действие. Вот. Ну и искусственный интеллект, у нас его представляет робот Емеля, но вы знаете, последний вот как раз летом протестировал известное такое изделие, которое называется интеллектуальная колонка Яндекс. И хочу сказать, что это прекраснейшее пособие для того, чтобы ввести понятие искусственного интеллекта для детей и работать самому педагогу. Она стоит где-то в районе 10 тысяч рублей. Ну, там будет еще нужно раз в полгода обновлять подписку. Какие-то не очень большие деньги, если полностью ее использовать. Вот. И вот я даже показал пример, когда я задал задачу: Алиса, скажи, какое самое высокое дерево в мире? И поскольку она была подключена еще и к телевизору, она тут же выдала мне ответ про секвою, сколько она до какого, и дала несколько сюжетов, видео, которые можно посмотреть вместе с детьми. Понимаете, тут мало того, что есть практические задания, причем дети не залипают в этом случае, каждый отдельно в своих компьютерах, это можно работать, вот кто какой вопрос задаст. Здесь воспитание критического мышления, потому что иногда там выскакивает ерунда, тем не менее, хоть она действительно, но с другой стороны понимаешь, что такое искусственный интеллект. Вот это даже самому больше было интересно, она как действительно реальное существо, там эта колонка. Емеля то же самое делала, но Емеля, он немножко более детский, поэтому возможно, что для дошкольников, если брать, то мы-то для начальной школы берем, вот для начальной школы все-таки лучше уже сама эта колонка. Я еще опять же смотрю на то, чтобы это были не изделия российского производства, с учетом реалий нашего дошкольного образования. Короче говоря, вот я для вас открываю вот это направление, оно у меня сейчас, я буду делать новую книжечку по робототехнике и искусственному интеллекту, и там опишу, как работать с ней. Вот. Ну, в общем-то, она интуитивно и так понятна, было бы, как говорится, желание, и были бы средства для того, чтобы приобрести вот эту вот инновацию. Вообще про искусственный интеллект я не буду сегодня никаких, к сожалению, фильмов больше, у меня заканчивается время, но вот этот вот ссылочка вам для того, чтобы там колонки, правда, нет, Алиса есть, которая сидит в компьютере, она гораздо хуже, потому что она тебе все время на ссылки какие-то посылает, и нужно туда лезть уже через компьютер. Вот. Ну, а в заключение, вот я хочу сказать, что достижение действительно целей программы и решение наших поставленных задач позволяет развивать личность каждого охваченного программой ребенка во всем его многообразии. Любознательность, целеустремленность, самостоятельность, ответственность, креативность. И это обеспечивает его и социализацию, и на самом деле в конечном итоге это обеспечивает ту самую конкурентоспособность и государства, и общества, с которой я сегодня начал. Надеюсь, что вам было интересно. Вот. И вот еще маленький такой нюанс, что с учетом того, чтобы мы сегодня обсуждали, что надо развивать при этом у детей те способности, которые недоступны роботам и искусственному интеллекту: креативность, воображение, инициативу, лидерские качества и социальный интеллект. Вот. Ну, а здесь есть ссылки. Если вы хотите стать площадкой
площадкой, я надеюсь, мы с Крипо вместе будем работать, с нашей совместной площадки, то, пожалуйста, в том числе и просто смотрите за нашими новостями. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Сергей Александрович. Здравствуйте. Немножечко раньше начали, мы были заняты на другой площадке. Действительно, выступление очень интересное. Сергей Александрович, коллеги задают два вопроса. Первый вопрос: где можно приобрести эту литературу, ту, о которой вы рассказывали в первой части своего выступления? Вот книги вы нам рекомендовали. Вот посмотрите, тут есть адрес stemobraz@yandex.ru, только именно yandex.ru, потому что у нас был не очень сознательный сотрудник, скажем так, который предыдущий адрес stemobraz@mail.ru увел с собой пароль. Ну, такое бывает в жизни. Вот. Ну, stemobraz, Яндекс.ру, мы с Яндексом больше дружим, и колонка от них, поэтому пишите, и мы ответим. И второй вопрос, который задают тоже коллеги: проходят ли педагоги дополнительное обучение? Да, конечно. Вот программа предполагает, я как раз останавливался на том, что образовательный модуль предполагает и методическое сопровождение, и учебное сопровождение. То есть мы педагогов на полпути не бросаем. У нас очень интересное оборудование. Оно, кстати говоря, не сложное. Не сложное, потому что иначе это вот детоцентризм и педагогоцентризм – это принцип подбора нашего оборудования. То есть оно, и плюс еще поставщики должны быть такие, которые вас не подведут. Ну, Lego Education, там, Brain Development – это наши, так сказать, компании, которые уже пользуются давно очень сильной репутацией. Поэтому мы берем то, что или есть, или можно приобрести. И, конечно же, обучаем. И наше обучение может отличаться по идеологии от самих производителей. Потому что я сказал, что для нас главное создать, чтобы ребенок мог себя попробовать в своей вот познавательной деятельности, потом уже в школе в рамках доп. Образования, не доп. Образования, а в неурочной деятельности в разных ипостасях, и выбрал тогда себе, кем он будет дальше в будущем, что ему больше нравится. Тогда, пожалуйста, тогда робототехнический кружок, или же там он будет заниматься более журналистикой в школе, или пойдет в WordSkills, соревноваться там в технологиях. Это разные варианты, да. Хорошо. Спасибо большое, Сергей Александрович. От имени Института развития образования надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всего доброго. До свидания. Аналогично. Спасибо большое. Всего доброго. Коллеги, приглашаю вас на следующие площадки.